Эльмир, ну скажи, пожалуйста, меня всегда интересовал такой вопрос. Как ты пишешь музыку? Способов написания миллион, но есть такой традиционный, то есть ты сидишь за пиано, порой, я не знаю, в трусах и пишешь. Почему я хотел это же сказать? Да. Я прям чувствовал это, да. Чтобы ничего не мешало, никакой парик, никакой галстук, ничего не мешало. Ты сидишь, Тело дышит. все дышит, Вдохновение контакт приходит. есть с природой, и ты пишешь музыку. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәмісіз қадірлі дуслар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях талантливый, всем известный, замечательный композитор Эльмир Низамов. Эльмир, привет. Как дела? Руслан, дела отлично, очень рад быть здесь. Мы очень рады, что ты пришел к нам. Эльмир Низамов – композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России и Республики Татарстан. Родился в Ульяновске, окончил Ульяновское музыкальное училище по классу фортепиано, затем композиторский факультет и аспирантуру Казанской консерватории. Сейчас преподает там на кафедре теории музыки и композиции и возглавляет молодежное отделение Союза композиторов Республики Татарстан. Творчество композитора включает в себя произведения самых разных жанров: сочинения для симфонического и камерного оркестра, хоровая, вокальная музыка, фортепианные и камерные инструментальные произведения, музыка к фильмам и спектаклям. Особую популярность обрели его музыкально-сценические произведения рок-опера «Алтын Казан» и опера «Хара Пулат». Татары с пустыми руками в гости не ходят. Так. И что может принести композитор? Естественно, музыку. Естественно, свою музыку. Поэтому я очень рад тебе подарить этот диск моих песен, романсов и вообще моей музыки. Спасибо большое, Эльмир, спасибо тебе огромное. Я с удовольствием послушаю. Очень приятно. Но это после, я думаю. Это после. Смотри, что у нас самое главное в бишбармак? Естественно, это мясо. У нас сегодня баранина. Так, Мне кажется, прекрасно. баранина — это очень празднично. У нас буквально послезавтра большой праздник. Да, Ураза Байрам. кстати, посмотрите Поэтому и можете приготовить на можно праздник, да. приготовить для своих гостей, для своих друзей вот это блюдо. Так, смотри, я начну сейчас работать с мясом, Так. а тебе дам задание, смотри, вот так вот взять наши с тобой овощи Ага. и вот каждую картофелину вот так вот пополам разделить. Мы потом картошкой будем все украшать. Хорошо? Все прекрасно, В хорошо. том числе и лук с морковью тоже вот так же делить. Да, давай, все буду Да. делать. Мясо тогда поближе к тебе. Мясо ближе ко мне. Вообще мясо готовят по-разному. Можно его прям положить целым куском, но для того, чтобы оно быстрее сварилось, вот я его немножко вот так вот поделю. Эльмир, ну а откуда ты узнал про этот рецепт? Кто тебя научил? А на самом деле я это блюдо несколько раз ел в гостях у своих друзей. И вообще я очень люблю готовить. Так. Надо начать Ну, с этого. я наслышан об Да, этом, я очень люблю готовить. Ты уже приходил в нашу я передачу. здесь был уже, Так. да. И когда меня спросили, что мы будем готовить, я подумал, что наконец-то у меня есть повод. Ну, ты же не будешь дома вот так просто готовить бишбармак каждый день. Почему? Ну, не каждый день, но Ну, не каждый раз день, в да. неделю. Я подумал, что это очень правильный, красивый повод приготовить для всех, для нас. Вот такое праздничное тюркское, татарское, общее тюркское блюдо бишбармак. Сейчас мне нужна твоя помощь, Давай, Руслан. давай, Вот давай, эту сюда. кастрюльку открываем. Здесь Здесь вода у вода нас уже начинает закипать. На самом деле мясо можно положить и в кипящую воду, и в холодную воду. Считается, что если ты кладешь в холодную воду, то бульон будет ароматнее. Если ты положишь мясо в кипящую воду, то мясо будет вкуснее. Поэтому я считаю, что у нас... В любом случае, любом случае что-то будет вкусно. В любом случае будет все хорошо. Да. Вот. Поэтому мы вот так вот заложили мясо. Солить нужно, нет? Или чуть попозже, когда прям закипит? Попозже. Немножко оно должно схватиться. Хорошо. Вот, когда совсем мясо закипит, и мы снимем вот эту первую пенку, мы заложим с тобой все овощи. Картошку можно заложить вот в соседнюю Уже кастрюлю. все, да, тоже можно? Сюда, чтобы картошка тоже подходила у нас. Давай, Вот. давай. А вообще, кто тебя научил готовить? Вообще, Откуда конечно, такая страсть к кулинарии? Естественно, конечно, это мама. Так. Мама всегда готовила и готовит очень вкусно. Она меня балует всем этим. Я с детства видел, как вообще все происходит. Любимое блюдо, которое мама готовила, Ну, какое? это, конечно, пироги. А, Пироги с какие именно? капустой, Подожди, с их очень... мясом, с яблоком, с вишней, с чем угодно. Класс. Вот. Поэтому мамины пироги — это самое вкусное. А самое вкусное — это с луком и с яйцами. Чтобы с тобой не терять время, Так, давай. чтобы мы с Я тобой не нарезал, теряли. смотри. Отлично, отлично. Я мастер. Картошку надо подсолить. Подсолить, Надо, да, окей. чтобы она в подсоленной воде варилась. Не вопрос. Сейчас сделаем. Так, здесь у нас
Здесь надо крышечку немножко оставить, чтобы это все дышало. Потом есть такой небольшой секрет. Нам надо с тобой включить вот эту сковородку. Давай. Что мы там будем делать? Мы там с тобой немножко подрумяним овощи перед тем, как их положить в бульон. Вот так вот я их положу, и они будут гораздо вкуснее. Сейчас мы начнем с тобой делать вообще самое ответственное мероприятие. Что это самое ответственное? Это тесто для бишбармака. Берем посудину. На самом деле, конечно, есть куча рецептов у бишбармака. Естественно, казахи, у них особенный бишбармак. Вообще считается таким традиционно казахским блюдом, хотя оно есть у всех вот тюркских народов, как я уже сказал. Ну, а у татар это называется немножко по-другому же, не бишбармак, куллама. Куллама, а еще вот в наших краях, я чистый мишарин, мы это называем вообще салма. Вот эти большие куски теста, когда в супе. У нас есть такое блюдо. Это такая вариация бишбармака, я бы сказал. Вот. Мы заложили с тобой столько муки. Так, картошечку уже. На самом деле, примерно, понятно, примерно мы делаем на глаз, вот мы видим там несколько ложек. Нужно добавлять яйца до тех пор, пока нас не устроит консистенция теста. А какая нам нужна? Нам нужна достаточно крепкое тесто. Вот, мы сейчас его будем месить. Нам немножко нужно соли добавить. Давай. Вообще, конечно, тесто это очень такое, с одной стороны, вроде простое, а с другой стороны, очень деликатная, конечно, эта история. По сути, это тесто для лапши. Ну скажи мне, пожалуйста, каким образом ты решил стать композитором? Когда у тебя вообще какой-то интерес к музыке проявился? На самом деле, конечно, я с детства к музыке тянулся, музыку любил. Я помню, когда я впервые у кого-то дома увидел пианино, у меня был такой бешеный восторг. Сколько лет тебе примерно? Это мне было лет 6. Так. Ну, как-то чудо-чудом, но я об этом как-то забыл. А музыкой, как бы я в раннем детстве я не занимался, только уроки пения в школе. Но когда мне исполнилось 11 лет, я почему-то почувствовал, что я прямо... Это твое, тебя тянет к этому, что меня очень сильно тянет к музыке. И меня отвели в музыкальную школу. Меня отвели в музыкальную школу с тем расчетом, что побалуется мальчик и бросит. Мальчик балуется до сих пор. Вот. Сколько лет тебе уже? Мальчику 32 года. Вот. А начал я заниматься музыкой в 11. И на самом деле буквально спустя короткое время, спустя год, наверное, даже полгода, я начал писать свою музыку. В 14 лет я победил в конкурсе музыкальном. Каком? У нас был такой конкурс областной, я сам родом из Ульяновска, который назывался «Новые имена». Я получил гран-при на этом конкурсе. Это был конкурс юных музыкантов, то есть там совершенно разные музыканты участвовали. Кто-то на скрипке, кто-то на флейте, кто-то на фортепиано. А ты играл на фортепиано? Я играл на фортепиано, но я один-единственный играл свою собственную музыку. Может быть, поэтому мне дали гран-при. Руслан, я тесто замесил немножко. Нам сейчас уже понадобится доска, чтобы мы основательно к нему приступили. Мажор, минор. Вот, пусть пока тесто немножко отдохнет. Слушай, здесь у нас все, по-моему, хорошо. Теперь, Руслан, можно наши овощи. Здесь овощи. Все, вот прекрасно. то, что нужно. Вот они начали схватываться вот так вот очень красочно. Так, закладываем вот овощи. эти румяные. Так. Чуть-чуть загорелые овощи мы закладываем к мясу. Прекрасно. Слушай, я первый раз прям по половинке морковки в бульон кладу, честное слово. На самом деле здесь овощи нужны не для того, чтобы их есть. Для того, чтобы они дали цвет, вкус какой-то, Они, чтобы дали аромат нашего бульона. Прекрасно, прекрасно. Эльмир, мне что делать? Ты у нас тесто сейчас будешь раскатывать, а я без дела стою. Сейчас вот эту прекрасную зелень ты можешь мелко начать шинковать. Так, а зачем это нам? Для чего это нам? Это мы делаем для того, чтобы потом его добавить во второе наше блюдо. Мы будем готовить кыстыбый. Мы все знаем татарское блюдо кыстыбый, но в основном его готовят либо с картофелем, либо с пшенной кашей. А я буду делать его с творогом и зеленью, который ты сейчас делаешь. С творогом и зеленью? Да. Слушай, прям какие-то эксперименты, честное слово. Слушайте, я думал, я знаю все о татарской кухне, но когда приходят и делают беляш с полбой, кыстыбый с творогом. На самом деле, но я открыт ко всему новому. Вот чем занимается композитор? Чем? Придумывать что-то новое. Конечно, но он придумывает за счет чего? Ведь наша профессия называется композиция. То есть я составляю композицию из совершенно разных мелодий, созвучий, аккордов. То
То есть я соединяю что-то, чтобы и так уже было, но я в какой-то новой композиции нахожу новые решения. Мне Слушай, кажется, вот это- в кулинарии то же самое. Откуда приходит вдохновение? Ну, вдохновение, на самом деле, как говорил Чайковский, любит тех, кто работает. Так, Вот. Оно приходит особенно хорошо, когда ты много работаешь, так. кроме шуток. Когда у тебя есть какая-то задача, когда, допустим, ты пишешь для кино или для театра, Мгм. тебя очень сильно вдохновляет сама история, тебя может вдохновить сам режиссер, который знает, чего он хочет. А бывает, Так. что режиссер не знает, чего он хочет. Бывают моменты, когда все получается с первого раза и Так. очень легко и быстро. То есть меня часто спрашивают, а сколько нужно времени, чтобы написать там что-то? Песню там или какое-то музыкальное произведение. Больше всего времени тратится, конечно, на крупные произведения. Допустим, у меня есть опера «Черная палата». Так. У меня есть мюзикл «Алтын Казан». «Черную палату» я писал, фактически 3 года. Ого. Почти 3 Ого. года. Но это не значит, что я вот все 3 года каждый день сидел Ну и понятно, её понятно. писал, Ты да. периодически, то есть, возвращался, Да. параллельно занимался какими-то другими проектами, да? Да, но большие проекты, они требуют большого количества времени. А песню, бывает, что песню можно и за один день написать, а бывает, что ты прям неделями ищешь вот тот самый, как бы, А ту тогда самую мелодию. произведение, которое ты написал, прям в самые короткие сроки. В самые короткие сроки у меня есть такая пьеса, такого авангардного толка, она называется «Серенада шарманщика». Я ее написал за 4 часа. Я ее писал специально для конкурса. Так. Я опаздывал по дедлайну. Вообще, на самом деле, к вопросу, что вдохновляет? Вдохновляет дедлайн. Когда у тебя Время. завтра все, и тебя это очень сильно вдохновляет. Ты Ну можешь да. все за сегодня. Согласен, согласен. Тут открываются какие-то новые возможности, новые грани, новые Да, таланты просто. Открывается новое вообще, да, видение всего. Я это написал буквально за 4 часа, потому что я не укладывался по срокам, и это сочинение выиграло этот конкурс. Эльмир, ну скажи, пожалуйста, меня всегда интересовал такой вопрос. Как ты пишешь музыку? Ты сидя за инструментом или за компьютером, или просто у тебя в каком-то блокнотике ты записываешь все это дело? На самом деле способов написания миллион. Так. Сколько сочинений, столько, наверное, и способов. Но есть такой традиционный, то есть ты сидишь за фортепиано, с Так. нотным листочком, с тетрадью своей и с карандашиком записываешь. Я так музыку пишу достаточно часто. В этом, я прям чувствую, как в этом какая-то романтика какая-то в этом есть. Ну, Я вообще- прям представляю сразу же, в парике ты таком должен сидеть, Да? белым, накрученным. У тебя здесь, значит, свечи горят, и зато перо какое-то, не знаю. Ну, мне вот какая-то такая На атмосфера самом всегда. деле чаще всего это происходит наоборот. Ты сидишь вообще порой, я не знаю, в трусах и пишешь Почему я какую-то- хотел это же сказать? а? Да. Я прям чувствовал это, да. Чтобы ничего не мешало, никакой парик, никакой галстук, ничего не мешало. Ты сидишь, Тело дышит. все дышит, Вдохновение контакт приходит. есть с природой, и ты пишешь музыку. Это такой процесс, ты можешь играть, ты можешь напевать, ты можешь мычать. То есть это совершенно по-разному. То есть есть какая-то музыка, которую ты вообще высчитываешь по каким-то формулам, где-то какая-то экспериментальная музыка, такое тоже есть. Да. Потом, когда ты какой-то материал набрал, ты начинаешь все это дело набирать на компьютере. То есть мы же пишем ноты, композитор пишет ноты. Это. Вот. И сейчас, конечно, нам очень сильно помогает этим всем Техника. заниматься компьютер. А когда придумываешь, сидишь, напиваешь что-то или нет? Ну, конечно, напеваешь и поешь. И я себя, как говорится, прям певцом-то не считаю, но когда я пишу, допустим, песни или вокальную какую-то музыку, вот все песни, которые вы слышите мои, они все были сначала спеты мной. Давай попробуем, а? Ну, допустим, вот одна из основных тем вот моего мюзикла «Алтын Казан». Куларыңның ныклыгын, тыныңның кайнарлыгын, хәтерли минем җаным, хәтерли минем тәнем. Так, вот мы с вами раскатали тесто и начинаем какими-то вот, собственно говоря, вот бишбармак. Так. Вот он бишбармак. Нарезаем. И дальше что мы с этим будем делать? Дальше мы сейчас это все нарежем вот так. А потом будем отваривать это, да? Да, это Всё. когда мясо приготовится, мы положим его в бульон. Хорошо. Ну, Эльмир, ну давай еще что-нибудь. Про учебу, может быть, вот что-то. Ты переехал в Казань специально. Я приехал в для учебы. Казань, я специально поступил в Казанскую консерваторию на Так. композиторский факультет. Так. Начал учиться, и, собственно говоря, с тех пор
началась моя прям такая профессиональная деятельность. И сколько лет надо учиться на композитора? Нужно учиться 5 лет, потом я еще учился в аспирантуре, но этому нужно учиться вообще всю жизнь. После того, как я закончил консерваторию, меня сразу же пригласили работать на нашу кафедру. Я начал преподавать сам. И, конечно, и вот этот вопрос, можно ли научить писать музыку, это такой очень сложный вопрос, потому что, мне кажется, этому научить нельзя. А много людей вообще приходит, нет, поступать? Каждый год по-разному, но вообще это штучная такая профессия. У нас всего учатся 2 человека на курсе. То есть мы берем всего 2 человека в год. У нас во всей консерватории около 10 композиторов. 5 курсов. Нас по пальцам пересчитать. Да. У нас тоже такой бижа-бармак. Я нарезал зелень. Нам сейчас придется прерваться на рекламу. Потом вернемся и будем продолжать готовить. Ну что, друзья, напоминаю, в эфире «Секреты татарской кухни». У нас сегодня в гостях Эльмир Низамов, замечательный, прекрасный композитор. Мы готовим биш-бармак и костыбышки с творогом и зеленью. Да. Как раз вот к ним мы сейчас и переходим. Отлично. Тебе самое ответственное задание сделать начинку. Мы берем творог. Эльмир, для приготовления очень важно использовать свежую и качественную продукцию. Поэтому я предлагаю использовать творог, просто молоко от Агросилы. Перекладываем его в миску. И вот с этой зеленью прекрасной, которую ты нарезал, мы все это будем перемешивать, да? вилку, и ты должен все это красиво перемешать. Мы все полностью выкладываем, скажи мне, пожалуйста. Да, конечно, все полностью. А я тем временем займусь тестом. И обязательно нужно посолить в конце. Обязательно? Да. Вот, не вопрос. Обязательно посолим. Так. Теперь я беру снова яйца. Эльмир, а есть у тебя, ну, скажем так, любимое направление музыкальное? Вообще я очень люблю все жанры, связанные с театром. Это мюзикл, это опера, это балет. Потому что, мне кажется, через театр музыка, она еще быстрее доходит до слушателя. Так, а для кино ты тоже пишешь Нам музыку сейчас нужно или нет? молоко. Кино, да, для кино я пишу. Был у меня опыт есть такой, несколько фильмов уже. И на самом деле мне есть чем похвастаться. Кино, я делал самый свой первый фильм. Мы делали его с Ильшатом Рахимбаем. Это была короткометражка. Хоть фильм короткометражный, но подход к нему был как вообще... Настоящий, профессиональный, как к полному метру, да? Да. И вы представляете, я за этот фильм получил приз в Италии за лучший саундтрек. А еще работа в кино есть у тебя, нет? В кино есть, конечно. Почти параллельно я делал музыку к фильму «Неотосланные письма». Этот фильм очень стал популярным, что ли. Особенно песни из этого фильма. Я вообще почувствовал в этот момент силу кино. Однажды я шел по торговому какому-то комплексу, и ко мне подошли и сказали спасибо мне за эту песню. Именно, вот, мне кажется, кино, оно дало вот этот эффект, что музыка, она зашла вот в сердца вообще очень большого количества народа. Потому что все-таки кино — это самое массовое явление. Сколько произведений у тебя написанных есть? Я до сих пор посчитать-то не могу. Ну, песен, наверное, штук 60, спектаклей штук 20. Вот. Где-то все отдельно надо считать. А в работе сейчас у тебя сколько? Обычно я работаю над 2-3 проектами параллельно. Потому что один — это мало, а 5 — это уже много. Руслан, просьба добавить сметану в нашу вкусную начинку. Так. А я вот вымесил тесто, сейчас я им займусь уже на доске. Много сметаны нужно? Я думаю, 2 столовых ложки будет достаточно. Нам не нужно, чтобы оно было прям жидким, но нужно, чтобы оно схватилось. Так, Эльмир, что делаем с тестом? Сейчас я вот его нарезаю вот на таких вот колобочков, скажем так. И мне нужна твоя помощь. Давай. Будем это раскатывать. Вообще. Дело в такие блинчики. То есть вот такие шарики. И вообще кулинария и писание музыки для меня это все рядышком. Эльмир, а чем ты занят сейчас? Какие у тебя проекты, планы какие-то, может быть, творческие? На самом деле у нас на лето запланировано очень много гастролей. Самые ближайшие мы с моей близкой подругой Эльмирой Калимуллиной собираемся в Германию. Так. У нас там будет аж целых 2 концерта. И она будет петь много моей музыки, много классической музыки. Я буду играть. Потом, после этого, у нас есть в планах поездка с нашим спектаклем «Алиф», для которого я писал музыку, в Мексику. Это международный фестиваль современного танца и вообще современного театра. И для нас, конечно, большая честь представлять, мы будем единственные представлять Россию. Вот такие планы гастрольные. И, конечно, хочется параллельно с этим писать музыку, вообще много идей. Но, как говорится, мы творчески суеверны, и пока не сделаем, ничего не будет.
пока ты занимаешься мастерски тестом, Мгм. этим всем, я думаю, что Обжариваю. мясо уже у нас подошло. Все, что у нас здесь есть вкусное, вот это я аккуратненько начинаю вытаскивать. Так. И в этом бульоне мы будем варить, собственно говоря, вот это тесто, которое мы с тобой резали. Мясо пусть немножко пока отдыхает, остывает. Так, Я его отложу в сторону. И лапша. лапшичка, давай. Руслан, мне нужна Мы- твоя помощь. давай. Нужна будет тарелочка, где будет, собственно говоря, жить наш бишбармак. Лапша у нас буквально пару минут здесь варилась. И сейчас мы ее вот так вот красиво раскладываем. Мгм. Теперь фаршируем. Давай, будем это делать. Так, Для того, чтобы у нас наш бишбармак был сочнее, мы должны взять сливочное масло. так, свежее, хорошее. Я могу его просто вот так вот сверху положить, пока оно горячее. Оно сейчас все растает здесь. Есть такой секрет, Так, может он и не секрет, но вот этот лучок, чтобы он был с одной стороны хрустящим, так, но с другой стороны не таким острым, как свежий, мы должны его немножко ошпарить. ошпарить, подержать в кипятке или даже в бульоне. И мы заканчиваем украшать наш с тобой Так, бишбармак. это давай я уберу. И мы почти финал нашей симфонии. Да почему почти? У нас все, смотри. Нам осталось-то достать лук, посыпать все это зеленью и будем пробовать. Уллама, бишбармак. Баранину отварили в бульоне с обжаренным луком и морковью. Замесили крутое, как на лапшу, тесто. Тонко раскатали и нарезали сначала на полоски, а затем по диагонали на ромбы. Когда мясо сварилось, вынули его из бульона и отварили в бульоне ромбики из теста. Картофель нарезали на половинки и отварили отдельно. В большое блюдо выложили кусочки теста, сверху сливочное масло, затем горкой мясо, нарезанный полукольцами баланшированный в бульоне репчатый лук, морковь и картофель. В завершении посыпали бишбармак зеленью. Костыбы с творогом и зеленью. Замесили тесто, раскатали в тонкие лепешки и обжарили на сковороде без добавления масла. Творог смешали с мелко нарезанной зеленью, солью и сметаной. Наполнили этой начинкой лепешки, свернули пополам и смазали сверху растопленным сливочным маслом. Друзья, ну посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось. Это мы, я не знаю, на Эльмира напало вдохновение, и мы исполнили весь этот кулинарный шедевр в 2 актах сразу. И Надо, Руслан, сначала попробовать, мне кажется. попробовать? Да, Так, кузик-мэк с творогом и зеленью. попробуем. Как вкусно, Эльмир. Это же, скажем так, фитнес-вариант всем известного кузик-мэка с творогом и фактически. зеленью. Фактически. Это вкусно. Давай основное блюдо. Бульон мы выложили отдельно. Так. Здесь бишбармак, вот он здесь. А его прямо оттуда надо есть или нет? Или может Почему куда-то называется бишбармак? Понятно. Руками Понятно. надо. Друзья, Да. как бы это ни эстетично не выглядело, но ложкой это невозможно делать, потому что это надо делать руками. Все, потому что это будет все в 100 раз вкуснее, когда ты делаешь руками. Руслан, ну это звучит. Звучит? Я думаю, ты оценишь. Я, конечно, оценю. Ильмир, спасибо тебе огромное, что пришел к нам сегодня в гости и раскрыл свои кулинарные секреты. Спасибо вам, что пригласили. Желаю всем приятного аппетита. Да, друзья, пошла радость Эмили Булсон. Ну что, смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ «Секрет татарской кухни». И также не забывайте слушать прекрасную музыку, которую пишет Ильмир Низамов. Спасибо огромное. Спасибо. До встречи, сау вас! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Дорогие друзья, программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс «Лучший народный рецепт». Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Свои видеопрезентации и рецепты загружайте в нашу группу ВКонтакте до 31 августа. В сентябре мы с помощью зрительского голосования определим 2 финалистов и пригласим их к нам сюда, в нашу студию, в нашу программу, где они будут сражаться за звание победителя в конкурсе «Лучший народный рецепт». Я всем желаю удачи, а все подробности в нашей группе ВКонтакте.